Вот прежде чем куда-то поехать, приходится включать электрокотелок, систему подогрева охлаждающей жидкости. С этим связаны некоторые домашние трудности, потому что холодно на улице, очень холодно. А он включается на 2, а лучше 3 часа. В комнату тянет холодом. Минус 48. Заведет. О, печка не замерзла. Бывает, когда долго постоит, машина, печка замерзает. Вот температура уже поднялась до почти нужной. Ну и в принципе там все теплое, он хорошо заводится, двигатель. Ну и оставляем прогревать. Надо хорошенько отряхнуть тент, чтобы со снегом не ложить машину, иначе он промокнет. Снег растает, влага пропитает тент. Собирать надо тоже аккуратно, чтобы потом было удобнее его обратно закидывать. Все, готово. О, как здесь Ташкент. Хорошо, жарко. Машина у меня старая, конечно, ей 22 года, 98-го, Suzuki Scuda. Поэтому ей еще сложнее в таком климате. И вот здесь вот обязательно автоодеяло кладут. Ну вот у меня войлок в этом году, хотя у меня есть одеяло, есть из стекловатое, есть из более качественных материалов. Кто-то говорит, что войлок может загореться, если он маслом пропитается. То есть, ну тоже, тут надо все, это вот я временно. Я все-таки, наверное, думаю, что автоодеяло со стекловатой, потому что оно, по крайней мере, не горит. Но у него есть обратная сторона, что он может затягивать, ну, кусочки стекловатой идти в систему, ну, внутрь в салон. Вот установлен система Start M. Это у меня самый дешевый вариант. Вот это устройство, котелок его называют, он обошелся мне в 3000. И там 1500 установка. Вот кабель у меня идет, я его подключаю домой к электричеству, и когда надо, включаю, и вот он начинает греть охлаждающую жидкость, она циркулирует по патрубкам и по двигателю, и греет двигатель до той температуры, что его уже можно завести, даже при минус 50. Вот такая система. И еще один момент, это термин так называемые квадратные колеса. Машина стоит, и вот нижняя часть, она на морозе проминается и так и застывает. Сейчас поедем, это наверняка почувствуем, что вот резина становится квадратная. Вот сейчас вы почувствуете. Во-первых, жутко ездить в такой туман по городу. Тут две проблемы. Ну, сам туман, очень плохая видимость, плюс выхлопные газы от машин. И вот видимость вообще никакая. Да, в Якутске тоже есть пробки. Резина разглаживается примерно минут через 10, если активно ехать быстро. Ну, плюс-минус, где-то так. Поэтому не так это страшно. Даже забавно с какой-то стороны. Да. Заезжай! Давай быстрее, холодно! А почему надо тебя в ноги не дует, интересно? Не знаю, вот надо посмотреть. Знакомьтесь, это Михаил, наш супермеханик, золотые руки. Сегодня у нас задача какая? Поставить второе стекло. Когда-нибудь бывают и не золотыми. Нет, они у тебя всегда золотые. Поставить стекло нужно второе. И еще почистим печку. Так как в Якутии очень пыльные дороги, то печка достаточно быстро забивается, и приходится ее периодически чистить. У нее в основном еще фильтра надо менять часто. Фильтра еще менять надо, да? Это вот, которые салонные фильтра. Они бывают из-за этого забивают, потому что у нас пыли много. И не только не забивается, ноздри тоже. Ну вот такое средство
приобрели с Анаксом же будем, да? Да, этим чистить? Xanax, он самый такой оптимальный вариант. Частичное утепление машины уже сделано. Вот здесь обязательно к зиме, если машина будет эксплуатироваться, готовят впереди, перед радиатором ставят что-нибудь. Вот у меня брезент, он обтянут полностью вот по низу и туда. Миша тоже делал. Некоторые кладут сюда картонку, этим ограничиваются. Кто-то вот, как этот материал называется? Пенофол? Пенофол, да, то есть такой вот здесь в середине. А дальше вот стекла. Вот мы сейчас будем ставить лобовое стекло. Чтобы стекла не затягивало инеем, вот наклеивается пэт-пленка, причем она так наклеивается, что вот могут окна без проблем опускаться. Можно только водительские два, но я еще сделал задние для пассажиров. Вот зимой, если совсем холодно, за 40 они полностью замерзают. Ну вот, сейчас еще установим впереди второе лобовое. И желательно еще вот здесь снизу из пенофола тоже сделать утепление. Я еще не сделал, у меня ноги мерзнут. Это тоже элемент такой важный. А там, кстати, одного не хватало, да? Всегда мечтал такой машине. Вот, а моя мечта сбылась. И держится это все на 4 шурупах. Короче, будем этот самый, да, брезент спереди, Да, в вот. 2 слоя. Спереди брезент делают 2 слоя, потому что у нас как бы это вдув очень хороший будет, когда он будет ехать. Ну там у тебя еще и грязь помогает. Так-то грязи вообще нормально. Много грязи, да? Да, можно не утеплять. А где у меня тут грязь? Я не вижу, чистенько. Ну да. Радиатор ты снизу ты не видишь. Снизу не вижу. А я-то думаю, как ты будешь прислонять? Ты вот оттуда его, да, подсовываешь? В смысле, их 2 у меня? Да. Зачем 2? Не знаю, спроси, кто из куда создавал. Японцев спросил. Ох уж эти японцы. Аригато. Ты еще сам не пробовал? Нет, я хочу сегодня на ночь его оставить, а потом подпитаться у тебя А в у тебя- гараже. А у тебя есть удлинитель? Нет, я думал, у тебя спросить. Есть. Поставим. А у тебя Вот, есть? кстати, ты засними, Нет. как ты ставишь и утром как трогаешь. Ну ты хочешь утром поставить, тогда Да, тебе я- придется час ждать. Ну, я подожду, да. Хорошо. Тогда позвонишь мне. Ну, Я- просто что и ночью греться Он всю ночь, боится, да? что он Как хочешь. перегреется. потому что Закипит его там еще? напугали, Нет, да. такого не бывает. Не бывает, да? А. Напугали меня. А как лучше сделать? Без разницы, как лучше сделать, да? Без разницы, но если хочешь быстро, то лучше на ночь ставить. Если хочешь ждать, тогда придется полностью холодный поставить с утра. Я выйду, тебе выключатель отдам, поставим. Потом через час придешь, потрогаешь патрубки, если все нормально, заведешь. Да. И что, чтобы они не были... Чтобы они очень горячие были. А, чтобы горячие ты прям даже очень были, рукой да? держать не смог. А, Потом потрогаешь там второй патрубок чуть ниже. второй патрубок, который идет Термостата, к движку. Ну, термостат мы снимали, Да. вот клапан этот, да? Да. Вот его. Потрогаешь, если он тепленький, значит все нормально. Ладно, я подумаю, как лучше, на ночь, не на ночь. Соображаем. Все? На ночь. Вот система. А, вот оно как, да? А мы картонку мне поставим снизу? Да не снизу, блин. Приехал с Питера, уже достал. Езжай обратно. Почему? Зачем? А, так ты прямо одним куском ее, да? Да, че? Я думал, там отдельно надо вот так вот раз сюда и туда запускаешь, да? Верно. Я А, специально здесь слоями делаю, чтобы она здесь не разорвалась. Чтобы больше зиму поездил. Сейчас когда поедем туда работать. Посмотрим, может быть тоже что-нибудь поснимаем. у тебя пар изо рта идет уже. Сверху жара, в футболках ходим, а снизу... У тебя там иней просто. Всегда заканчиваем на одном шурупе. По правде мы ничего не делали. За нас утеплили это все в другом сервисе. Все, брезент готов, да? Снизу все идет, все закрывает. Ничего не упало, как в прошлый раз. Так машину никогда не опускайте. Так, сейчас будем клеить пэт-пленку на внутреннюю часть. Пленка. Тиндере выслеживать. Сейчас мы делаем, короче, формочку для стекла из классной картонки кек. Я ее достал с мусорки. Здесь в пару метров от нашего гаража есть мусорка. Замерзла? Не попал чуть-чуть? Не, вот это вот сейчас разрежем, просто вот так вот чуть-чуть здесь сделаем. До конца все равно тебе доводить не надо. Мусорочка.
То есть сначала так ряд ты, да, делаешь, оп. Ой. Ну, получается, с этой штукой окна не будут открываться, да? Причем Будут? Она будет проходить туда? будет. А это уже толстая сверху штука, сейчас снимешь, да? Ногтей нету, состриг. Теперь надо очень аккуратненько, да, чтобы она... Ну, она сейчас войдет туда. Нормально будет. А, она же не мутная, это просто еще сверху пленка с другой стороны, да? Валера, настало твое время. Там так и писали в комментариях. Да. Ты сейчас работать поедешь? Ну-ка. Огонь, все видно. Ну-ка этот, опустится оно сейчас, да? Да, пусть только не до конца опускать. До куда максимум можно опустить? Вот так. Потому что это, видишь, край все равно залупит. Тут уже третий слой. Чище будет. Потому что у него же неспроста вот эти проставки стояли толстые такие. Полтора сантима, что ли. То есть здесь надо больше будет делать. Ну, Да. чуть-чуть больше, ну. Тихо. Сразу не рони. 2 сантиметра сверху. Вот низу. И вот так по краям проклеивается. Герметично. Ой, да. Вот это заклеить их? Не знаю, надо? Ну да, наружнее же это воздухозабор. Ну, если, да, можно тогда и вот это, да, чтобы холод не брал. Сейчас феном прогрею, и все, оно будет хорошо вообще держаться. Короче, Что ты? не транспорт, но он идет обычный скотч, как бы, но у него свойства только срабатывают тогда, когда феном нагреваешь. Ну все, стекло готово. Теперь печку. Рассказывай, как нужно чистить печку. Сперва надо открыть капот. А, капот открыть. Да, он открытый. Вроде не закрывал, да? Потом отключить эти 2 шланга. Которые к печке идут? Да, вот они к печке идут оба. Их отключаем, в сторону отводим, подключаем. Блин, тут маленькие шланги, а у меня большие. Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Подключаем шланги с насосом. Насос опускаем, другой шланг насоса подачи в ведро. И получается аккумулятор на 12 вольт и выпрямитель. Подключаем все, прогоняем просто без химии, нагреваем до 80 градусов воду. И после этого добавляем химию. И после этого будет все видно, что у него там. Оно прям будет видно, что выходит, да? Оттуда? Ну да, там бякушка такая Грязь, не кусочками будет выхаркивать. Да, потому что когда снимаешь. А что у тебя он желтый? Был уже красный вроде бы. Или зеленый? Не знаю. Это насос, это сетка, это ведро. Ага, понятно. Ну да, все. Сейчас увидят все. В печку. Это для сантехники вообще химия. Ну да, да. Ее добавляешь в трубу, она гелем туда проходит. И получается всю грязь, которая на стенках трубы остается, она ее просто тупо разъедает. И потом горячую воду врубаешь. Чистая труба. Как мы с Владивостока едем в ночь. Там снег, дождь, и все это валит, и там 5 метров ничего не видно. И мы едем еще с такой большой скорости, там 100, 120. Валера спереди, он топает, ему пофигу, а нам-то нет. Мы с Лехой едем и боимся, чтобы не занесло, не попали в аварию. Мне один раз только заносило. Ну, это Валерка. В чем прикол? Я думал, это я буду, это Валерка. Но мне, видимо, повезло, то что я в повороты все-таки, когда заходил, я газ сбрасывал. У нас обычный способ нагревания воды. Самый стандартный. Да, просто бросаешь, уходишь на 2 часа. На 2 часа? Да, будем где-то примерно 2 часа чистить. Наверное. А, ну суммарно 2 часа. Сейчас мы что, ждем, пока вода закипит? Да. Вода закипит, мы запустим, прогоним без этого, без химии. Замерим, сколько у него как бы температуру выдает при 80. А сколько из печки? Он до 80 кипятильник греет и все. А машина там где-то примерно, я вот недавно замерял на ВЦ. Там, короче, вышло где-то примерно 70-75. Ну, примерно столько У же должно двигателя быть. идет 95, там 80, плюс-минус. Угу. А у печки там 75 на улице. Ну, это примерно жарит, так-то нормально.
У меня сейчас такого нету. Не, ну надеюсь, что будет. Я тоже надеюсь, да. А кипяток зачем? Чтобы чайник, моторчик разогреть. Он А, замерз. моторчик замерз? А Да. где он лежал, чтобы так замерз? На тисках. И что, там холодно так? На шланг потрогай, да и почувствуешь. Ох, Ну да. Из-за этого Ты чего? чайником разогреваю каждый раз. Из 10 штук только 3 поменял. А, то есть чистка помогает, да, хорошо в основном? Ну да, у некоторых бывает просто, что вообще прям по-страшному загаженная. Сейчас посмотрим, что с моей. Прям интересно. Ну да, а если у тебя на крышке такая гадость была, что у тебя с радиатором-то вообще, наверное... Ну вот я же не чистил ни разу, не знаю, предыдущий хозяин чистил, не чистил. А я, считай, 2 лета отъездил на ней. Навряд ли чистил. Да? Что, чистенько? Это ты называешь чистенько? Камушки вываливаются. Камушки, не должно быть такого? Смотри, булыжник вывалился. Но это еще не страшно. Будет страшно, если вообще будет полностью там. Сколько ты сказал, 75 вода нагрелась? 71. 71, а тут почти столько же, да, 60? Поднимается уже до 70. О, уже нормально. А он плюс-минус погрешно 10. Ну, то есть, получается, мне печка хорошо передает тепло? По краям нет. 57 и 9. Ну, она чистая у меня или сейчас пойдет как раз? Не знаю, Чисто. вроде бы это. Гадость такая сильная-то и не идет. Не сильно. В принципе, немного грязи. Но это у тебя оттуда. Ну, тут, получается, радиаторная решетка сейчас чистая стала, да? Она больше теплоотдачи Ну, да. будет обладать. Ну, что-то же еще в ведре растворилось, совсем мелкая дисперсия, да? Нет, тут были большие же комки в Ну, прошлый они раз. же растворились. Они растворились, получается. И Получается, и там еще. может быть, то, что она здесь растворилась. Тут можно Сейчас посмотреть, посмотрим. какая там? 3 часа примерно мы все это. Плюс-минус. Плюс-минус, да. Ну, 2-3 обычно часа занимает. В среднем 2. Ну да. Это процедура. Так, ну по-варварски все на пол. Миша тут сам убирается, поэтому можешь себе позволить. Да, каждый день мусорю, блин. Да, сейчас пойду вылью это все. Все, пакуем обратно в систему. Вон там видно. Осадок просто мне интересно. есть Вон, какой-нибудь? видишь, пыль, как будто мелкая. Вот они, это остатки. А, это Которые... вот с нее, да, спички? Ну да, вон, видишь. Че, я же нюхаю. Ну, ты нюхай. Ну все, вот так вот приходится кулибинить, я бы сказал, здесь, чтобы вот машина была более теплая для местных условий климатических. Ага. Сейчас надо промыть еще, да, получается? Ну да. А, Обязательно промыть, потому что это если двигатель попадет в радиатор, то там реакция произойдет. если это Может средство, быть, да, это- чистящее попадет? Ну конечно, как без этого? Я думал, оно там не соприкасается. Нет, ничего. Вот так. Все, на этом все, конец. Всем до скорой встречи. Заходите к нам на YouTube. Смотрите, как мы там машины мучаем. Да. Как температурного режима. 83 градуса. Да, А так там 90 где-то, да, идет, ты говорил? двигатель 90, здесь меньше, потому что Ага. тут в радиаторе идет взаимосчетом моторчика. А когда, получается, на улицу выйдешь, она упадет где-то примерно до 65. Ну, сопротивление воздуха поменяется и холоднее. На улице холодно же. Ну, хорошо, жарит. Мне в Истево вообще-то тоже холодно. Разница чувствуется. Не, у меня сейчас, ну, Нет, мне надо и стать чистить. да? Тоже? Да, у меня